Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Прошлый выпуск нашей передачи, как помнят телезрители, был посвящен замечательному памятнику крымско-татарской истории и архитектуры – мечети Узбек-хана в городе Старый Крым. Как известно, в нынешнем году отмечается 700-летие со дня ее строительства. В связи с этим юбилеем организованы научные конференции в Симферополе и в Киеве, отчеканены памятные монеты, выдвинуты различные проекты сохранения этой постройки. Словом, юбилей снова привлек внимание общества к теме охраны памятников. Но знаменитая мечеть – это далеко не единственная историческая постройка в городе. И я приглашаю вас сегодня пройтись улицами Старого Крыма и осмотреть другие сохранившиеся здесь средневековые сооружения. Они, как и мечеть Узбека, напоминают о давних временах, когда этот тихий городок был столицей Золотоордынского Крыма, богатым, шумным, многолюдным городом. Он тогда еще не назывался Старым, а именовался просто Крым, передав впоследствии свое имя и всему полуострову. Мы начнем прогулку с места, где в прошлом возвышалась крепостная стена. Ведь в старину весь город был огорожен оборонительными сооружениями. Согласно старым описаниям и картам, общая протяженность этих стен составляла более 6 километров, и они были дополнительно укреплены 28 башнями. Ни одно из этих сооружений не сохранилось, потому что остатки старых укреплений были разобраны еще в начале XIX века на строительный камень. Но обзору доступны их следы, найденные археологами. На этом раскопанном участке ими обнаружен едва заметный фундамент разобранной стены и угол, примыкавший к ней башни. Стена тянулась вдоль по высокому холму, спускаясь к городу и окружая его со всех сторон. Здесь же, на вершине холма, обнаружены и остатки здания. Это развалины Дюрбе, когда-то построенного почти вплотную к крепостной стене. Спустившись с холма вниз, мы оказываемся среди узких переулков старого города. Во многих местах здесь издалека заметен узнаваемый минарет мечети Узбек-хана, которой была посвящена наша предыдущая передача. Как известно, одной из важнейших реформ хана Узбека, что правил с 1313 по 1341 год, было введение ислама как государственной религии Золотоордынской империи. Однако этот город к тому времени уже давно был мусульманским, и построенная Узбек-ханом мечеть была тут вовсе не первой. Самая ранняя мечеть, насколько известно, была сооружена здесь в 1263 году неким Бей-Хаджи Умаром, выходцем из Бухары. Никаких следов от нее до нашего времени не дошло. Короткая улица выводит от мечети Узбек-хана к развалинам еще одной средневековой постройки.
Местные легенды называют ее мечетью Бейбарса и утверждают, будто она была сооружена по повелению египетского султана Рукнеддина Бейбарса, выходца из здешних краев. В египетских хрониках действительно встречается подобная история, однако в ней говорится не о Бейбарсе, а о другом султане по имени Аль-Мансур Сайфуддин Калаун. Летописец сообщает, что в 1287 году египетский султан Калаун прислал 2000 динаров и искусного каменотеса, чтобы выстроить в крымской столице мечеть в знак союза Египта с золотоордынским ханом Берке. Стало быть, эта постройка еще старше, чем мечеть Узбека? Археологическими исследованиями выяснено, что нет. Раскопки показали, что эта мечеть была возведена примерно в 1380-1390-х годах на месте заброшенных жилых домов. А это значит, что следы мечети египетского султана Калауна следует искать где-нибудь в другой части города. Еще через несколько кварталов во дворе возвышаются живописные руины. Это разрушенное здание называется Куршун-Джами, свинцовая мечеть. Нередко рассказывают, будто в прошлом между камнями ее кладки для прочности был залит свинец. На самом деле мечеть получила такое название, скорее всего, благодаря своей кровле, которая когда-то была покрыта листами свинца и уже давно обрушилась. Раскопки на этих развалинах помогли выяснить, что изначально эта постройка являлась не мечетью, а обителью дервишей и называлась Текие-Тахир-Бея. Над его входом в прошлом находилась каменная плита с надписью. В надписи говорилось, что Текие было возведено по повелению знатной дамы Бай-Буглы Хатун. Те, кто смотрел предыдущую серию, наверняка вспомнят здесь медресе у стен мечети Узбека, которое тоже было построено на пожертвование аристократки по имени Илджи Бек Хатун, жены ордынского наместника Крыма Кутлух Тимура. И связь здесь самая прямая, ведь обе этих знатных дамы принадлежали к одному семейству. Инджи Бек была женою, а Байбуглы – внучкой Кутлух Тимура. К слову, сам глава семейства тоже оставил память о себе в нескольких архитектурных памятниках Крыма. Это фонтан в поселке Утуз, от которого сохранилась плита с именем Кутлух Тимура, и мечеть в селе Шейхкой. Оба этих сооружения относились к 1357 году. Еще одно Текие располагалось в прошлом у вершины этого срытого кургана. Он до сих пор называется Кемаль-Ата, в память об очень почитаемом мудреце, который основал здесь в XIV или в XV столетии суфийскую общину. Вокруг кургана когда-то простиралось большое мусульманское кладбище ордынских времен. На нем найдено множество памятников, причем по надписям на них можно видеть, что город Крым стал в то время настоящим международным перекрестком. В эпитафиях многих усопших упоминались места, откуда эти люди прибыли сюда: Сельджукская Турция, Иран, Сирия, Египет, Ирак и даже Северная Африка. На христианских кладбищах города надгробия тоже отличались разнообразием. На них можно было встретить надписи на греческом, армянском и латинском языках. Город Крым находился по соседству с Генуэзской Каффой, крупнейшим на полуострове торговым портом, и здесь проживало также немало итальянцев, имевших в городе даже католический монастырь. Вот руины одного из храмов средневекового христианского квартала. Исследователи до сих пор дискутируют, кто его построил. Одни видят в этом здании армянскую постройку, другие аргументируют, что это греческая церковь. И подобные сомнения, когда памятники разных народов трудно различить, неудивительны. Ведь взаимное влияние разных культур было очень тесно. Например,
Популярные тогда в Крыму сельджукские орнаменты, сами возникшие в Восточной Турции как творческий синтез армянских, персидских и турецких мотивов, украшали тогда собою в Крыму памятники практически всех народов Крыма. И мечеть Узбека, и армянские храмы, и генуэзские крепости, и дворцы Готили. Свидетелем эпохи, когда Крым уверенно вышел на международную арену и стал местом встречи Востока и Запада, является этот караван-сарай, постоялый двор для торговцев, который в городе называли Таш-хан. Сейчас от него сохранилось лишь несколько стен, а изначально тут, на месте сада, простирался обширный мощеный двор, по всему периметру которого были устроены двухэтажные номера для приезжих купцов. На нижнем этаже, в кладовой, купец мог сложить и запереть свой товар, а на верхнем поселиться сам в небольшой комнате с камином. В стене заметны отверстия для балок, которые поддерживали дощатый пол второго этажа. Караван-сарай служил местом хранения всевозможного ценного товара и потому тщательно охранялся, словно небольшая крепость. По его 4 углам стояли квадратные башни, и фундамент одной из них заметен здесь и поныне. При раскопках на дворе караван-сарая были обнаружены разные дорогие заморские вещицы, посуда, украшения и, в числе прочего, также шахматные фигуры. Видимо, купцы развлекались этой игрой тут на ночлеге. Помимо караван-сараев, еще одним излюбленным местом для встреч и бесед заезжих купцов во всех городах Востока служили общественные бани. Как правило, это были очень вместительные заведения. Следы больших общественных бань в Старом Крыму пока еще не найдены, но они без сомнения существовали, тем более, что в городе было множество меньших сооружений такого типа. Вот, например, фундаменты средневековой бани, которой, судя по ее очень скромным размерам, пользовалась лишь одна семья, либо же несколько соседских семей в одном квартале. Свежая вода для городских бань поступала через подземные водосборные галереи от родников на склонах горы Агармыш, что возвышается над Старым Крымом и защищает его от холодных северных ветров. Расходясь под землей по густой сети глиняных водопроводов, вода питала и множество фонтанов на городских улицах. Старый Крым до сих пор отличается изобилием подобных сооружений, и некоторые из его фонтанов действуют до сих пор. Развалины, которые мы с вами осмотрели сегодня, это, конечно, лишь бледная тень того великолепия, которое блистало здесь 700 лет назад. Город Крым пришел в упадок очень давно. Уже во времена Крымского ханства очевидцы описывали его как место заброшенное и почти опустевшее, но все еще хранящее следы былого величия. Город сильно пострадал в годы ордынских междоусобиц, когда эпоха могущества и богатства сменилась в Орде бесконечными войнами претендентов на престол. А когда крымские ханы освободили Крым из-под ордынской власти и начали строить независимое государство, то предпочли создать новую столицу в Бахчисарайской долине, нежели восстанавливать прежнюю в Старом Крыму. Но, насколько можно судить, тут было и одно исключение. В самом начале 16 столетия Менглиги Райхан поднял из руин, восстановил, перестроил и даже перенес на новое место главный символ навсегда ушедшей золотоордынской эпохи – знаменитую мечеть Узбек-хана, 700-летний юбилей которой снова заставил многих сегодня вспомнить о древностях Старого Крыма.